Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, обласевших угрюмых послов второсортной державы, связавшихся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаясь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, старых лампочек тусклый накал. В этих грустных краях, чей эпиграф победы зеркал при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыли. В этих грустных краях все рассчитано на зиму. Сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны новогодние, напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, британские нравы, белье и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим. Представляя объем воловой чугуна и свинца, обалдела и тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Ну, садятся орлы, как магнит на железную смесь. Даже стулья бездённые держатся здесь на болтах и на гайках. Только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс, и пространство торчит прейскурантом. Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, в высоких и других, она ищет в сырых овощах, хочет в нее медкурантом. Жить в эпоху совершения, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавица в платье с утра. Видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться. И тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых отстающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю кокор, не кричат ли слугу. Я чешу эта фея. То ли пулю в висок, словно место ошибки верстом, то ли дернет отсюда полный новым Христом, да и как не спешать с первых класс, обалдев от мороза. Паровоз с кораблем все равно не сгоришь туда. Как и чел на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах, разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обывателю зрить сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек без лицом у кирпичной стены, но не спит.